И когда ты войдешь в рай, тебя будут встречать ангелы. Знаете, когда приходишь в отель, тебя приветствуют слуги. Так и в раю первыми тебя будут приветствовать ангелы. И они скажут тебе: «Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух». Тебе и всей твоей семье. Всем вам. Не волнуйтесь, у них не будет такого американского акцента. Они будут говорить по-арабски. Все, кто попадает в рай, сразу станут говорить по-арабски. В хадисе имам Бухари передает, что пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: когда человек войдет в рай, его рост будет достигать 60 футов, это около 20 метров, а в ширину он будет достигать 7 футов, приблизительно 2 метра, как наш праотец Адам, алейхиссалям. И там уготовано множество наслаждений, множество наслаждений. Если сейчас ты недостаточно высок, то там ты будешь достаточно большим. Ты будешь там большим? Ну не волнуйся, женщины тоже там будут такие. Представьте, если бы вас встречали вот так. Все будут размером с Адама, алейхиссалям. Также каждый обитатель рая будет наделен голосом, как у пророка Дауда, алейхиссалям. Дауд, алейхиссалям, пел, и у него был самый прекрасный голос, который может быть у человека. И Всевышний Аллах говорит в Священном Коране, что когда пророк Дауд, алейхиссалям, начинал петь, тысячи и тысячи птиц слетались и садились вокруг него, чтобы послушать и спеть с ним. Всевышний Аллах говорит, что даже горы начинали петь с ним. Всевышний Аллах говорит, что у Дауда, алейхиссалям, самый прекрасный голос, и такой же голос будет у всех обитателей рая. Каждый обитатель рая станет таким же прекрасным, как был пророк Юсуф, алейхиссалям. Но не волнуйтесь, в раю не будет каких-то там нестандартных людей. Мужчины будут прекрасными по-своему. Женщины по-своему, не думайте там ничего такого. Там голубых движений не будет. Кто-то может подумать: ну уж простите, вы простите меня, но там такого не может быть. Пророк Юсуф, алейхиссалям, был самым красивым человеком. Глядя на него, женщины резали себе руки, не чувствуя никакой боли. Представьте себе, они резали себе ножами руки до костей и не чувствовали боли. И кровь текла по их рукам. Вы знаете, что даже небольшой порез может быть болезненным, а они... Такими будут обитатели рая. И когда ты будешь проходить, женщины будут провожать тебя таким взглядом. А что касается сестер, сестры, о вас поговорим позже, иншаллах. Сейчас о мужчинах. Они очень долго ждали, чтобы побеседовать о рае. Итак, ты входишь в рай, и ангелы приветствуют тебя, и ты становишься таким же, как пророк Юсуф, алейхиссалям. И ненависть уходит из твоего сердца. И что же, как говорил посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, ты получишь после? Ты получаешь такой же характер, как у пророка Мухаммада, алейхиссаляту вассалям. Не волнуйтесь, в раю никому не будет причинен вред. Но разве что случайно, хотя, знаете, в раю не бывает несчастных случаев, и там нет больниц, так что если вы доктор, не волнуйтесь, в раю вам не придется работать. В раю нет адвокатов, также там не бывает споров. Если вы инженер, вам не придется ничего там строить. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал в достоверном хадисе, переданном Бухари, что не будет даже выделений из носа. Как бывает во время простуды, ну или когда просыпаешься по утрам, обязательно надо прочищать нос. Нет, там ничего этого не будет. В раю также нет неприятных запахов, там нет пыли. Как описывается в суре Аз-Зухруф, рай совершенен, и вы никогда не увидите там солнце, не будет солнца.
Но будет естественный свет. В раю не будет холодных дней. Там нет ни холода, ни зноя. Знаете, иногда выходишь и думаешь: о, как же хорошо. Когда немного дует ветерок и немного греет солнышко. Таким будет каждый день в раю. И они будут еще лучше. В раю никто не будет плеваться. Каждый день можно увидеть, как кто-то идет и плюется. Мол, смотрите, какой я плохой. Но это ведь ужасно. Зачем вы так делаете? Пророк, алейхиссаляту вассалям, сказал, что если даже вы увидите, что в мечети у кого-то что-то потекло из носа на пол, лучше уберите сами. Имам Аль-Бухари передает, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорил, что Всевышний Аллах открыл ему лучшие деяния и худшие деяния. Одно из лучших деяний — убрать с дороги то, что мешает прохожим. Это одно из лучших деяний. А одно из худших — это когда люди видят, что в мечети кто-то высморкался, и люди видят это, и при этом никто не убирает это. Вот это одно из худших деяний. Также в раю нет туалетов. Идите и наслаждайтесь. И не думайте о туалете. Можете пить сколько хотите. С этим не возникнет проблем. Вы можете пить и пить. В раю вам не придется ходить в туалет. Это удивляло сахабов. Столько есть и пить. Вас ведь сила сотни мужчин, и вы едите за сотню. Иногда видишь, как едят некоторые люди, и думаешь: спокойно, спокойно. Пока ты доедаешь одну курочку, этот человек уже умял все 4. Не волнуйтесь, в раю полно еды, хватит на всех. Вы можете сидеть и целыми днями есть. Итак, сахабы волновались, что же будет потом со съеденным. На что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: не волнуйтесь, вы просто будете потеть. Потеть? Потеть? Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ответил: ваш пот будет благоухать, как миск. И когда вы потеете, это ведь здорово. Вы получаете новый миск, парфюм. Райская женщина будет умирать, чтобы подойти к тебе ближе, потому что ты потеешь. Итак, в раю ты будешь потеть. В раю у вас также будет дома. В раю у вас также будут дома, построенные из чистого золота. Некоторые места в раю состоят из золота, из серебра, бриллиантов и рубинов. Некоторые состоят из всего этого вместе взятого. Один кирпич из золота, другой из серебра, другой из бриллианта, сапфира и так далее. Каждый уникален. Двери вашего райского дворца будут такими огромными, что они могли бы достать от земли до самого неба. И вы входите через них. И вы в них входите. Вы входите в комнату, которая ведет в другую комнату, а та в третью. И вы даже представить не можете, какие огромные будут эти комнаты, и в каждой комнате будут по 70 столов с едой. На каждом столе будет по 70 тарелок, и в каждой тарелке по 7 блюд. И что же происходит каждый раз, когда вы берете фрукт? Вы пробуете его, и наверняка вы уже будете избалованы, и отложите этот фрукт, возьмете другой фрукт, который выглядит так же. И вы скажете прислуге: нет, нет. Аллах обещал вам слуг, и они будут прислуживать вам и подавать вам тарелку за тарелкой. Они ваши слуги. В раю у вас будут слуги, красивые молодые мальчики. И они будут исполнять все, что бы вы ни пожелали.
Они подадут вам фрукт, а вы скажете: зачем ты подаешь мне тот же фрукт? Я его ел, дай мне другой. И они скажут: а ты попробуй его. Вы попробуете и увидите, что у этого же фрукта совсем другой вкус. Они подадут вам фрукт, и каждый раз, как вы его коснетесь, вкус будет меняться. И Тирмизи передает в хадисе, что если обитатель рая увидит, как над ним пролетает красивая птица, именно летающая птица, если ему захочется эту птицу, все ведь любят жареную птицу с картошкой, да? Правда, в хадисе не говорится про картошку, или гриль, или барбекю, и так далее. Но там говорится, что стоит только человеку пожелать, как эта птица окажется перед ним в готовом виде. Готовый барбекю, настоящий. Ему остается просто ее съесть и выкинуть косточки. И когда он будет выкидывать косточки, эти косточки будут превращаться в других птиц, и они улетят. Представьте, она улетает, и вы думаете: а ну вернись. И она возвращается к вам в тарелку. Имам ат-Тирмизи передает, что в раю также будет рынок. На том рынке вы сможете выбрать себе внешность. Там вы не будете нуждаться в пластических операциях или косметике. Там будут настоящие люди с настоящими красивыми лицами. И вам просто надо пожелать, и ваше лицо станет таким же, как то, которое вам понравилось. Я представил, если бы я вернулся домой с новым лицом, моя жена бы меня не узнала. Но вы возвращаетесь с рынка с новым лицом, и ваши жены будут выходить вам навстречу и скажут вам: ты выглядишь еще лучше, чем тогда, когда уходил с прежним лицом. Их одежда будет состоять из 70 предметов из хорошего нежного материала. И имам Муслим передает, что через все эти ткани обитатель рая сможет увидеть ту любовь, которую жена к нему испытывает. Всевышний Аллах создал ее таким образом, что она не видит ничего, кроме тебя. Меня? Да, тебя. Аллах тебе здоровья, шейх Али. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорил, что когда жена говорит мужу что-то вроде: ты такой, ты сякой, я устала, и так далее. Ведь, признайтесь, все жены так говорят. Или это только моя со мной так говорит? Ладно, она хорошая, хорошая. Она ведь когда-нибудь услышит это все и ответит мне тем же. Но я стараюсь всегда говорить ей об этом наилучшим образом. Так вот, когда ваша жена станет вас ругать, то пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: ваши будущие райские жены скажут: эй, ты! Да, ты! Перестань, не говори с ним так. Он и наш муж. Он и наш муж тоже. Так сказано в хадисе. И когда моя жена мне говорит такое, я ей отвечаю: не надо так говорить, не надо. Моим райским женам это не нравится. И она начинает смеяться. Я иногда удивляюсь, что она реагирует именно так. Не злится, а наоборот смеется. А теперь о женщинах. Что же станет с женщинами? Они будут самыми красивыми из всех ваших жен в раю. Я не услышал от вас: субханаллах.